Так, грязи-то сколько. Ух. Всем привет, ребят. Я возле гаража. В гараже. Сезон закончился. На буране кататься. Здесь уже почистил все. Чистота, порядок. Мусор чищу. Даже не знаю, что я включил камеру. Наверное, думаю, лучше. Не лучше, а хочется показать, что я таскаю с собой в багажнике. Корыто волокуша, между прочим, немножко уже нуждается в ремонте. Ну, здесь, наверное, будет ржаветь потихоньку. И тут, смотрите, небольшая трещина была, а все-таки здесь уже... Вот тут уже трещина тоже пошла, вот здесь трещина. Очень хорошо прослужил этот цинкованный лист 0,7 толщина. Так-то, в принципе, для ремонта у меня все подготовлено. Газовая труба. Срезать и сюда поставить, скажем, полоску такой ширины. Будет еще работать. Тут тоже трещина. Почему-то вот трещины пошли у меня. Угу. Так, ну что тут еще добавить? 25, наверное, толщина. Потом стругал. Примерно 20-ка осталась. 22 миллиметра на борта толщина. Хотел замазать катки. Но сейчас я проверю еще, что там крутится, не крутится. В принципе, много не проехал в этом году. Тут воронка у меня. Обычная воронка. Шнур капроновый 8 миллиметров. Вообще хороший шнур это. Не раз я вытаскивал на больших подъемах этим, как сказать, не шнур, а фал. Тяга, короче. Буксир, трос, вернее. Молоток тоже нужно. Эта штучка запас. Вот смотрите. Потому что у меня было в своей практике, когда вот этот ломался на ходу. Вон, видите? Ну, это самодельный, сам делал. И один раз, короче, на ходу тут ломался. Сразу я подготовил запас вторую. Это не помешает. Так, здесь у меня такое оружие массового поражения. Это, короче, чтобы лед проверять. Любую палку я, как сказать, срублю, поставлю на палку эту штучку и лед проверять. Когда ты идешь, вместо пешни, самодельный тоже как-то. Первый год, когда я начал варить вот этой сваркой, что-то там химичило, одним словом. Это безделушка. Ну, может, в пути тоже пригодится, кто его знает. Здесь у меня это получается шланг. Заправляться. Дополнительно шланг с грушей. Это все дело надо все вычистить от солярки, которая в походе у нас солярка вытекла из бутылки.
Для чего я это делал, не помню, честно говорю. Фиг знает, для чего я вообще это делал. Круг. Где, что я так снимал этим. Или может пружины какие-то на этих выхлопной трубе. Ключ. Опять же шланг, который, ну, пусть лежит. Всякое может быть. Может пригодится. Это получается у нас ремень вариатора запасной. Обязательно нужен в пути. Ремень вот такой использую. 33 ширина. Так, Рубена. Он чешский, наверное, или... Да, чешский. Обычно чешский я покупал. На один ремень. У меня родной еще вот там. Все время родным ремнем езжу. В принципе. И еще заодно прикупил это чешский ремень. И добавок еще мне подписчики выслали ремень в запас. Так что запас есть у меня. Тяга, который тоже уже, фу, блядь, яркая воняет все. Тоже вот приварил ручку для удобства. Тоже не раз меня спасала эта штучка. Так, съемник. Съемник, чтобы снимать этот перчатки. Уже вторые пары выкидывать придется. Там воняет тоже. Еще дополнительно ключ какой-то. Так, это безделушка. Не знаю для чего. Ну, там проводку я через такие вот патрубки, чтобы не терлось вот в таких местах все делал раньше. Трется он, вибрация большая у бурана. Так, ну, в принципе, все. Монтажка. Я смотрю, где моя монтажка. Одна здесь, вторая на УАЗике. Так, и гвозди. Вот этот весь мусор я еще здесь уберу. Вот так. Ну, в принципе, все показал. Ну, тут по мелочи. Все нужные вещи для бурана. Набор ключей, которые надо вытащить отсюда. Это уже сейчас я положу в другой ящик для Судзуки, который у меня сезон начинается у Судзуки. Остальные там, ну, по мелочи, много чего там тоже. Все для бурана. Вот. Катки еще надо проверить. Ну, сезон. Сейчас уже точно я никуда не поеду. Такие дела. В пути каждая мелочь может пригодиться. Так что считаете нужным, что может понадобиться у вас, это надо брать с собой для ремонта. Обычно проволока и то может пригодиться запросто. У меня в пути один раз каток как-то заводской шел, там поломалась, короче, трещина пошла. У меня зад так сел, потом проволокой прикрутил, ездил еще. До избушки я съездил, до второй, потом приехал, там уже приварили все по-новому. Ну вот, перчатка уже, в принципе. Двойная даже. С соляркой, блин, воняет.
сырая. Вот этот все я выкидываю, все в хлам. Так, ну что? Слышите, птицы поют уже весенние, синицы. Сегодня тихо, сейчас не очень так ветрено, на завтра уже хорошая погода у нас будет. Наверное, пусть высохнет тоже. Размотаю и пусть сохнет. Вот, короче, такая тяга. Между прочим, скажем, буквально там бывает застряние, что не сдвинуться с места. А этой стяжкой можно там зацепиться за дерево и подтянуть 10 сантиметров, но поможет вот так. Были у меня такие уже ситуации, что я выходил с помощью этой стяжки. Так. Что-то где-то я потерял. В принципе. Так, молоток. Коробку говорю, вариатор. Ну ладно, не буду сейчас пока смотреть ничего. Приятные хлопоты. Ну вот, ключ. Это я потом, пусть подсохнет все. Потом заложу. Так. О, подшипники вообще сухие. Жесть. Да, придется смазывать подшипники. Этот вообще сухой. Вообще сушняк. Короче, разбираю и смазываю. Так. В принципе, всякие все нормально еще. Так особо не трет, немножко. Так. Вообще сухая.
Слышите, ребят? Гул какой. Этот более-менее. Этот тоже. Наружнее, вот. Наружнее шумят. Короче, смазываем. Заодно, наверное, разберу, посмотрю, что там выглядит. Последний винтик. Сейчас глянем, что у нас тут. Вроде смазка вам есть. А почему-то шумит. Вон такой подшипник 205, наверное, тут. Короче, это зря я открутил. Я видео смотрел, гараж, не помню, где вот один парень все время ремонтирует буран. Между прочим, хорошие советы дает. И он вроде эти сальники резиновые, он оттуда выкидывал. Просто убирал. И набивали вот литолом все. Прямо оттуда все вытекало. Короче, все ясно, понятно. Сейчас я все это дело соберу. И буду просто набивать все до отказа, что влезет. И нормально хватит. В принципе, этот сальник, думаю, не особо так держит. Благо, один хрен войдет, если ездить по наледи, когда на льду вода. Вот сейчас в такую пору, вот поздней весной ездить. Ну что, ребят, короче, смазал один подшипник. Сколько возможно я накачал. Вот такой литол. И знаете, как ни странно, шум подшипника не исчезла. У меня изо всех щелей уже выходит этот
смазка выходит. Я не спец. Не знаю, что случилось. Ну, что происходит, почему вот шум не исчезает. Новый колпачок. Все. Люфта, в принципе, такого особого нету. Чуть-чуть есть, но терпимо. А вот шум, как был, так и остался. Вот здесь вот, но тоже смазывать надо, в принципе. А вот этот уже тоже вот со шумом. Короче, я сейчас продолжаю этим заниматься, набивать детолом, смазкой все это дело. Дальше буду снимать следующее, но это уже снимать не буду, показывать, потому что насчет смазки там катков у меня видео уже есть в интернете. Также дополнительно я буду смазывать вот этот. В принципе, тут смазка тоже еще есть. Вот этот вал, он получается не из металла, а вот дюралюминиевый. Если не вовремя смазывать, он тоже изнашивается. Короче, буду дальше заниматься этим. Вот такие делишки. Вот сегодня этим я занят. И установлю уже, как все с обеих сторон все катки смажу. Буран установлю на чурки и будет стоять до следующего сезона. А этот шум в подшипнике, думаю, еще год будет ездить, а там уже буду менять. Если ничего не поменяется, а люфт наоборот прибавится там и шум прибавится, или вообще заклинит, если что, буду менять подшипники. Короче, все. Всем пока и до новых встреч. А я дальше работать, смазывать остальное.